Альхамдулиллах, альхамдулиллахи раббил аламин. Ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. Амма ба'д, ибадаллах, о рабы Аллаха, бойтесь Аллаха и цените по достоинству этот день, день Арафата. Благодарите Аллаха за то, что Он позволил вам дожить до этих дней. Потому что возвеличивать этот день и чтить этот день, и оценивать этот день по достоинству, день Арафата, должны не только те, которые в хаджи сейчас. Это должны делать все люди. И поэтому для нас с вами, для тех, у кого не получилось в этом году быть там, в Мекке, и быть на Арафате, для нас с вами установлено в этот день такое великое поклонение, как сиям, как пост. Этот пост в день Арафата установлен как весьма желательная сунна. Не упускайте эту сунну. Ибо спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про пост в день Арафа, и он сказал: «Юкаффиру санаталь магдия валь бакия». Этот пост в день Арафата искупает грехи прошлого и будущего годов. Аллаху Акбар! Как мы с вами нуждаемся в том, чтобы хотя бы одно из наших прегрешений было искуплено. А здесь тебе предлагается искупление твоих прегрешений. Если ты искренне, от всего сердца, будучи мувахидом, единобожником, будешь поститься ради Аллаха. Тебе предлагается искупление грехов за 2 года, прошлый и будущий. Как же больно сердцу, когда видишь, как в этот день кто-то из мусульман вместо поклонения Аллаху занят какими-то постыдными, порицаемыми поступками, слушает музыку, или слушает песни, или занят просмотром той грязи, которой вещает телевизор, или вещают какие-то сайты. А некоторые люди, да, пусть они не совершают грех, но они отвлекаются от поклонения в этот день, занимаясь вещами, которые в принципе не харам, но не время сейчас отвлекаться на эти вещи. Видишь, как человек какой-то где-то ездит, или на каких-то экскурсиях, или еще чем-то занят, вещами вроде дозволенными, но, субханаллах, клянусь Аллахом, какой великий убыток ты понес, обменяв вот эти вот вещи вроде дозволенные на такие шансы, которые дает Аллах субхану ва тааля в этот день. Поэтому я заповедую прежде всего себе, а потом вам, нам с вами, людям, у которых не получилось в этом году оказаться на хаджи, оказаться в Мекке, побольше в этот день, день Арафата, читать книгу Аллаха субхану ва тааля, поминать побольше Всевышнего Аллаха, побольше обращаться к Нему с мольбами и с просьбами о прощении, и с покаянием. И, конечно же, у кого есть возможность провести этот день в настоящем искреннем посте, сияме, ради Аллаха субхану ва тааля. И еще напоминаю вам, рабы Аллаха, что вообще все эти дни, сегодня и завтра, и послезавтра, и первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа, это великие дни, это самые лучшие дни в году, это то время, тот сезон, то время, которое предназначено для поклонения Аллаху субхану ва тааля, чтобы устремиться к Нему от всего сердца, чтобы к Нему воззвать, чтобы Его поминать, чтобы Его благодарить, чтобы Его возвеличивать, чтобы Его славить. Поэтому займитесь в эти дни, как никогда, теми деяниями, которые приближают вас к Аллаху субхану ва тааля, будь то пост, или намаз, или садака, или любые благочестивые, добрые поступки ради Аллаха субхану ва тааля, потому что это период устремления к Аллаху, Господу миров. Если ты сейчас не устремишься, то когда ты собираешься устремиться? Если сейчас ты не покаешься в этот сезон, в это время, предназначенное для этого, то когда? И еще, рабы Аллаха, не забывайте, сунной, которую забывают часто люди, в эти дни является произносить такие зикры, как тахлиль, ла иляха илlallah, Аллаху акбар такбир, и тахмид, альхамдулилля. Аллах субхану ва тааля говорит об этом в Коране. Вазкуруллаха фи айямин ма'лумат. Поминайте Аллаха в известные дни. А известные дни, говорит Ибн Аббас, это 10 дней месяца Зуль-Хиджа. И передает Бухари в своем сахихе, что Абу Хурейра и Абдулла ибн Умар, они выходили в эти дни, 10 дней Зуль-Хиджа, на рынки и произносили там такбиры. И люди, следуя их примеру, тоже начинали произносить такбиры. Аллаху Акбар, ла иляха илляллах, Аллаху Акбар, валилляхи алхамд. Мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он позволил нам использовать эти дни
эти 10 благословенных дней наилучшим образом. Просим Его, чтобы Он наставил нас к искреннему покаянию, к товбат насух, чтобы Аллах Субхану Тааля взял нас с вами за наши чубы и наилучшим образом направил нас к благому, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал вот эти вот периоды поклонения Ему, сделал для нас прибылью и выгодой, чтобы Он помог нам поминать Его и благодарить Его, и наилучшим образом поклоняться Ему. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار